На неделе стоимость проезда на Хивусах, они же суда на воздушной подушке, возросла в 2 раза до 5000 рублей. Собственно, как в прошлом сезоне и в прошлом году уже вполне нормальная практика. Обуславливают это перевозчики тем, что на линию в этот период выходят целых 2 плавательных судна. Это сами Хивусы и аэроботы. Ну и кроме того, в межсезонье возрастают расходы на содержание судов. А раньше же было то, что тут на Хивус 2 с лишним платите, потом, когда пересаживаетесь на аэробот, тоже 2 с лишним, и в итоге все равно получалось 5. Так это такая цена и осталась. У нас мы и там, и тут просто вы оплачиваете 5000, там капитан за эту сумму оплачивает там половину суммы, то есть туда дает. А все остальное у нас все так же. 3-й год уже одни и те же цены стоят. Итак, резюмируя, по факту стоимость проезда на Хивусе так и не возросла. К тарифу автоматически прибавили цену за перевозку на еще одном судне. Маршрут 1 оплатят люди за услуги 2 капитанов. Вот что про такое ценообразование думают сами пассажиры. Дорого. В прошлом году ездили? Да, ездил. Сколько было по цене? Тоже 5. Нормально, ненормально? Нет, конечно. Дорого? Дорого. Какая нормальная. В Москву можно лететь по субсидированным билетам за 5000. Сейчас по маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют порядка 25 судов на воздушной подушке и еще 10 аэроботов. Нашумевшая компания «Сулус» на линию в этом сезоне так и не вышла. Получается, что конкуренции нет, но и спекуляции с ценами Министерство транспорта региона не отмечает. Как сообщил глава ведомства Владимир Сивцев, совсем скоро цена на перевозку вновь упадет до привычной отметки. Мы полагаем, что в связи с уже установлением прочного ледостава, где-то, скорее всего, сразу тоже после праздников, возможно, даже в первых числах ноября, аэроботы уже привлекаться не будут, соответственно, тариф будет снижен. Впрочем, внимание Кабмина ситуация уже привлекла. Так, премьер-министр правительства республики Кирилл Бычков дал ряд поручений по оптимизации тарифов в период межсезонья и попросил разъяснить, на каких основаниях они повышаются. Прошу предоставить детализированный расчет этой суммы. Каждый литр топлива, каждая запчасть. После проверки, если расчет будет признан необоснованным, материалы направим в транспортную прокуратуру. В общем-то, работа навигации ежегодно привлекает к себе внимание общественности. Вспомните только весенние очереди на паромы, разборки конкурирующих частников и другие неприятные ситуации, которые разыгрываются на фоне напряженности в массах. А страдают, как правило, обычные люди, у которых и выбора-то по сути нет. Сарглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск.